Открывая пресс-конференцию, секретарь Совета безопасности Республики Мохаммад Килба отметил, что делегацию из Абхазии в Южной Осетии приняли с большим теплом. По его словам, к их приезду уже был спланирован четкий график, согласно которому и велась работа в течение нескольких дней. Мы свой рабочий день начали именно совещание в нашем посольстве в Цхинвале, где было принято определенное решение по конкретным действиям. Мы предложили нам посетить, чтобы всех кандидатов, хотя это может быть такое нестандартное решение, но тем не менее это было воспринято очень тепло, и мы на уровне представителей, руководителей штабов и членов штабов этих кандидатов в очень такой дружественной, теплой обстановке обменялись мнениями перед началом конкретной работе в роли международных наблюдателей. Затем, чтобы подход был неформальный, а максимально охватить все процессы, которые происходят в республике в этот день, мы разделились на две группы и выехали вначале по самому городу, по столице, по Цхинвалу и Цхинвальскому району, а затем в самые отдаленные населенные пункты, горные районы Южной Осетии. И мы посетили 27, по-моему, вместе две группы посетили и общались, исследовали 27 избирательных участков в течение этого дня. Мохаммад Килба подчеркнул, что делегации из Абхазии была предоставлена возможность провести брифинг к моменту окончания голосования. Представитель абхазской делегации отметил, что выборы на территории Южной Осетии прошли на высоком организационном уровне. Ни на улице, ни на подходах, ни на подъездах и внутри этих участков было спокойно, по-деловому, доброжелательно. Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гоги отметил, что при организации и проведении выборов и референдума было обеспечено свободное голосование избирателей, без какого-либо значимого давления на их волеизъявление. Он добавил, что в ходе голосования были выявлены лишь незначительные нарушения. Надо было бы им позавидовать, насколько все организовано было поставлено, насколько все было сделано это доброжелательно. Ну, что касается непосредственно замечаний, если вот обращать на это внимание, честно говоря, официально мы не афишировали, но замечания, конечно, были, как и у всех нас, мы все живые люди. Несмотря на высокую организованность, замечательно поставленную работу, были, на наш взгляд, на взгляд нашей комиссии, нарушения, которые, ну, я не знаю, насколько они могли влиять на выборы, на ход выборов и так далее, но мы давали эти замечания до, и в рекомендательном порядке мы, значит, на них обращали внимание, откровенно говоря. По словам представителей абхазской делегации, процесс голосования в Южной Осетии проходит практически так же, как и у нас в республике, за исключением некоторых особенностей. К примеру, каждый избиратель приходит на участок по специальному приглашению на участие в выборах. Необходимо отметить, что кабины для голосования полностью изолированы, также закрыты и урны для бюллетеней. При подготовке списков избирателей они обходят, участковая комиссия по своему участку обходит все дома и выдает каждому персонально приглашение на участие в выборах. И с этим приглашением каждый гражданин, обращаясь к члену участковой комиссии, предъявляет удостоверение. И, значит, как только предъявляет удостоверение, значит, начинается с того, что в паспорте ставится штамп. После чего, значит, проставив штамп, у них, значит, не в алфавитном порядке, у них в, значит, цифровом порядке. То есть, если он определил, что он 30-й или 50-й или 100-й по списку, он подходит к тому члену комиссии, у которого, скажем, с определенного числа по определенное число, значит, избирателей записано. То есть он знает свой номер и в этом промежутке обращается туда. Почему? Не как у нас. Но дело в том, что, видимо, есть особенность осетинская, у них фамилии, значит, начинаются в основном с определенных букв. После этого он заходит в кабину для голосования. Кабины для голосования у них полностью закрыты. У нас открыты с обратной стороны, со спины, вы знаете, для того, чтобы мог наблюдатель наблюдать за процессом того, происходящего внутри. У них же, наоборот, все это закрыто. Мало того, у них малопрозрачные урны. Они мотивируют это тем, что, чтобы не видно было, в случае, если бюллетень пойдет открыто, чтобы определять, за кого кто голосовал, мотивируют этим. На пресс-конференции Тамаз Гоги отметил, что участие в выборах в Южной Осетии в качестве наблюдателей – это бесценный опыт. Очень огромный опыт. Значит, есть вещи, которые нам необходимо перенять.
Вот, и мне очень понравились. Кроме всего прочего, значит, знаете, наша делегация провела работу в полном объеме и в полную меру. Отвечая на вопросы журналистов, Томас Гоге рассказал о том, что наблюдалась активная явка избирателей, которая составила более 60%. Также было отмечено, что голосование проходило и на территории Абхазии. В посольстве Южной Осетии в Абхазии проголосовало более 50 человек. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.